Республиканский суд развития образования приветствует вас. Сегодня второй день уникального проекта «Летний самосбор». И для нас очень важно, что вы сегодня вместе с нами формируете территорию новых возможностей для педагогов. Вячеслав Алексеевич, когда посвящал мне в этот проект, он сказал, что проект действительно требует особого нашего внимания, особого подхода, потому что именно вы, коллеги, это педагоги, которые формируют новую идеологию. И очень важно, чтобы идеологически выросли для каждого педагога. Сегодня вы представляете свои достижения, результат своей работы, но нам важно, чтобы вы были трансляторами нового педагогического опыта. Поэтому сегодня вы будете представлять свои достижения, а мы будем все это записывать, транслировать и передавать педагогическому сообществу. Мы вам желаем успехов, плодотворной работы и надеемся, что вы будете участвовать в наших совместных проектах. Удачи вам, коллеги! Второй день. Все пока идет по плану, за исключением, может быть, немножко вчерашнего отступления Ильи Васильевича. Вячеславович. Вячеславович. Ну, ничего. Значит, у нас сегодня тоже ряд выступлений есть. И начнем мы с первого выступления. Это презентация портала «Открытое образование Республики Коми». Наверное, вы знаете, что у нас работает в Республике Коми ведомственная целевая программа «Современная электронная образовательная среда Республики Коми». В рамках этой целевой программы КРИРО было поручено разработать портал, который называется «Открытое образование Республики Коми». Значит, портал еще, конечно, не в полной мере наполнен, то есть многие разделы еще пустые, и мы рекламируем его, может быть, еще с той целью, чтобы вы посмотрели, какие-то предложения внесли, подключили своих коллег к наполнению этого портала. Предполагается, что это будет точкой входа в образовательную систему Республики Коми. Так, Елена Юрьевна, вы начинаете, да? Представляете Елена Юрьевна и разработчик, в общем-то, с нуля начинал разрабатывать Максим Александрович Шутко. Коллеги, кто хочет включить компьютер, пароль, логин и пароль на доске. Так. Значит, портал «Открытое образование Республики Коми». Он находится по данному адресу. Значит, находится в стадии активной разработки, активного наполнения, как сказал Вячеслав Алексеевич. И все ваши предложения, все ваши пожелания, возможно, по работе с детьми и как родителей вас, мы все принимаем. Значит, портал создан в рамках исполнения законодательных норм, обеспечивающих информационную открытость образовательных организаций и в целом региональной сферы образования. Значит, естественно, нормативная правовая база создания портала – это прежде всего это закон об образовании. Пользователи портала – это образовательные организации, органы управления сферы образования, преподаватели, педагоги, методисты, воспитанники, обучающие, студенты, родители, руководящие работники сферы образования и все заинтересованные лица в сфере образования. То есть все мы готовы, для всех организован и создан данный портал Республики. Значит, основная цель портала – это формирование единой универсальной информационной образовательной среды. Создание системы информационных образовательных ресурсов республики через размещение на страницах портала материалов, представляемых пользователям, обеспечение открытости деятельности образовательных организаций Республики Коми и освещение их в сети интернет. Ну, это открытая универсальная цифровая образовательная среда, доступная всем категориям граждан и обеспечивающая для каждого доступ к образовательным ресурсам, к электронным сервисам в сфере образования и наиболее востребованным электронным государственным и муниципальным услугам в сфере образования. Наиболее часто используемые электронные сервисы – это информационные системы электронного образования, такие как электронные
на портале расположен электронный сервис для педагогических и других работников образования. Это размещение, в частности, размещение нормативно-правовых документов для экспертизы, сертификации образовательных средств, процессов, услуг. Все это будет представлено на портале. К сообществу учащихся. И обязательно навигатор по ресурсам выбора профессии и профориентации. Будет создан атлас профессий. Навигатор по информационным ресурсам вузов региона. Тоже он будет создан. И что касается родителям, наполнение и сопровождение раздела родителей ориентировано на размещение нормативно-правовых документов, рекомендаций для родителей, формирование сетевого сообщества «Родительский комитет», обобщение и распространение лучшего педагогического родительского опыта по воспитанию детей. То есть это мы все найдем в разделе «Родители». Значит, представлены образовательные организации Республики Коми, все адреса, сайты и так далее образовательных учреждений, все муниципальные органы управления, то есть можем найти на данной странице по любой образовательной организации, на культурному образованию и многие другие. Оно наполняется, расширяется и будет, да, и карта сайта данного портала, и будет еще дальше разрабатываться, увеличиваться и так далее. Значит, спасибо большое. Ждем вас с вашими предложениями. Рассмотрим все, что вы предложите, то, что вам интересно будет на данном портале. То есть мы обязательно это внедрим. Спасибо большое. Ну, некоторые разделы Максим уже покажет в работе, те, что уже работают. Календарь, в частности, Максим покажет. Добрый день, меня зовут Шахтомов Максим Александрович, я являюсь программистом Центра образовательных информационных технологий. Я вам немножко покажу более детально некоторые моменты. Значит, основным навигационным инструментом портала является главное меню. Оно разбито на пункты согласно категориям пользователей портала, то есть обучающимся, педагогам и родителям. Система образования — это такой некий общий раздел, где каждый пользователь портала может какую-то информацию для себя подчеркнуть. Значит, при наведении на пункт меню открывается подменю, значит, в котором представлены ссылки на разделы и подразделы портала. Значит, меню у нас трехуровневое, то есть имеет три уровня сложности раздела. Также помимо ссылок на разделы и подразделы в выпадающем меню представлена ссылка на карту сайта. Карта сайта — это тоже такой инструмент для облегчения навигации по порталу. На этой странице представлены ссылки на разделы и подразделы уже в развернутом виде. То есть тут можно перейти на интересующий вас раздел, за один клик найти нужный раздел и перейти на него. Так, значит, помимо меню и карты сайта есть еще для поиска информации, для облегчения поиска информации осуществим поиск. Вбив в поисковую строку интересующий вас запрос, да, вы переходите на страницу со списком результатов поиска. То есть, соответственно, то есть, перейдя с этой страницы, вы можете уже ознакомиться детально с каким-либо из материалов, соответствующим вот этому критерию поиска. Также поиск, ну, как вы могли заметить, наверное, восстановил мою раскладку клавиатуры, да, то есть я ввел сейчас на английской раскладке, поиск восстановил и сделал русскую раскладку клавиатуры. Вот, так, что еще?
на главной странице у нас представлен еще один элемент системы навигации, это слайдер. Слайдер — это слайд-шоу со ссылками на основные разделы портала. Значит, на первом слайде у нас ссылка на раздел о проекте, где можно ознакомиться с кратким описанием портала, что это такое и зачем это надо. Значит, переходим в карточку образовательной организации. Здесь мы видим уже информацию. То есть УГРН, ИНН, телефоны, факс, адрес сайта и далее. Той информации, которой нету, да, допустим, вы можете перейти на сайт организации и уже найти ее в разделе «Сведения об образовательной организации». Так. Еще есть раздел, уже частично наполненный нормативные и правовые документы. Здесь также представлен фильтр. Тут можно фильтровать по 4 критериям: по заголовку, по виду документа и по принявшему органу. То есть тут нужно начать вводить, да, например, и то есть система уже фильтрации предлагает нам варианты. Значит, вот, например, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Нажимаем «Показать», и у нас, значит, появляется список с примененным фильтром. Да? То есть всего пока что 43 документа, ну, частично наполненность раздела. Переходим на страницу самого документа. Здесь у нас, значит, вид документа, принявший орган, номер, дата принятия и сам файл документа. Интересный раздел «Галерея лучших практик педагогических». Здесь уже фильтр представлен более в таком широком виде. Здесь по многим критериям можно отсортировать. Значит, здесь представлены работы, методические разработки победителей различных конкурсов и так далее. Пока что этот раздел наполняется только нашим институтом. В будущем планируется привлечь другие образовательные организации для выполнения. Так, здесь указано авторство разработки, обязательно дата публикации. То есть, как вы знаете, то, что при отстаивании авторских прав в суде основным доказательством служит дата публикации источника. То есть, если она раньше, чем дата копии, так скажем, да, то уже само собой получается, что источник на нашем портале находится. Также тут перекрестная ссылка на образовательную организацию, преподавателей, которые предоставили эту разработку, и сам файл разработки. То есть тут может быть не один файл, их может быть много. Также может быть ссылка на какой-то сторонний ресурс, может быть ссылка на какой-то облачный сервис, да, где размещены там различные видео и так далее. Выходим на сайт НАБУ. Также тут есть предметная дискуссионная площадка. Да, вот, забыл сказать еще. Значит, у неавторизованного пользователя нет такой возможности оставления комментариев. Пользователь, который прошел регистрацию и авторизовался на портале, он может оставлять комментарии и также участвовать в обсуждении данной предметной области на соответствующем разделе форума. Учетка КРИРО подходит сюда? Учетка КРИРО? Если зарегистрирован на сайте КРИРО. Нет? Это совсем разные вещи. Так.
То есть, если пользователь авторизован, зарегистрирован, не авторизован, он может создавать здесь темы, управлять своей темой созданной, да, и оставлять комментарии в уже созданных темах. Вот. Так, еще, значит, ну, расскажу тогда про регистрацию. Чтобы зарегистрироваться на портале, значит, в шапке сайта есть две кнопки, да, две ссылки: регистрации и войти. По кнопке регистрации, значит, кликаем и переходим на страницу регистрации с формой регистрации. Ее нужно заполнить, придумать пароль, указать e-mail, и, значит, на указанной форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации. То есть письмо придет со ссылкой, кликнув по которой уже вы подтвердите регистрацию и сможете заходить на портал. Вот здесь в этом разделе войти, да, вход на сайт. Введя свои логин и пароль, которые вы сами придумаете и указываете в форме регистрации, вы можете зайти, авторизоваться и уже комментировать что-то или создавать свои темы на форуме. Можно использовать социальные сервисы, авторизоваться. Если у вас есть, допустим, аккаунт на одном из этих социальных сервисов, ВКонтакте, Facebook, Google, Яндекс, Mail.ru или Виктор24. Еще преимущество, кроме того, что можно комментировать. Свободное отправлять тоже? Пока что никаких больше. Еще, да, то есть возможно расширение вот этого раздела методических объединений, то есть там будут добавляться другие предметные области. Если вы, допустим, изъявите желание, то сможете модерировать, да, допустим, предметную область какую-то. Не знаю, пока все, пока больше никаких преимуществ, привилегий нет. Может быть, потом в будущем появится. Так, ну что, поблагодарим тогда. Я сам себе слово дам. С вашего позволения. Придумала. Сам чудишь. Ну, или Илья Иванович уже разместил на этом самом. Поставили задачу организовать и провести педагогическую олимпиаду для студентов по направлению начальное образование. Мы долго думали, решали, как нам все это лучше сделать, и решили первый тур провести заочный в виде тестовых заданий и загрузки электронного образовательного ресурса в систему Moodle. Организовали курс на Moodle. Все студенты нашего университета, они имеют регистрацию на Moodle, где выставляются электронные курсы по различным дисциплинам. И поэтому здесь мы решили организовать нашу олимпиаду. Ну, здесь выложили программу нашей олимпиады, порядок проведения. В олимпиаде приняли участие студенты 2, 3, 4, 5 курсов. Первый тур был заочный тестовое задание по педагогике и разработка электронного образовательного ресурса к уроку или воспитательному мероприятию с обязательным описанием рекомендаций по его использованию. Второй тур был очный. Это мы решили сделать игру в формате «Что, где, когда». Ну вот необычную, там где 6 вопросов, да, вот 6 туров, да, и вопросы от телезрителей. Мы сделали ее в формате чемпионатов по «Что, где, когда», которые проводятся. Да? Ну, об этом Вита Федоровна нам расскажет подробнее. Затем претенденты проводили мастер-классы, и олимпиада у нас уже завершилась, поэтому сейчас мы можем поделиться
нашими идеями. Вот первый тур тесты. Мы предложили студентам собрать свою педагогическую мозаику, пройти тест на знание истории педагогики, на знание основных понятий педагогики, нормативных документов системы образования и вопросы дидактики, теории воспитания, поскольку основные дисциплины, связанные с этим, у них уже были пройдены, да, поэтому определенные знания у них имеются. Ну, тест непосредственно организован в Moodle. Ну, сейчас он уже закрыт, да, поэтому через попытку посмотрим что-нибудь. Вопросы разного характера были, в основном на выбор одного верного варианта из предложенных. И были там вопросы у нас на соответствие. Вопросы разрабатывались сами. Подключились к разработке вопросов все преподаватели нашей кафедры, кафедры начального и дошкольного образования, и преподаватель, ведущий педагогику с кафедры общей и специальной педагогики. Чем для нас было это интересно? Дело в том, что мы сразу увидели в тестировании, какие вопросы вызвали затруднения массовые. И, опять же, это позволило нам скорректировать дальнейшие этапы, потому что тогда нам стоило на это обратить внимание, а не выпускать. И как раз вот второй тур, который был уже очный, когда мы организовали, мы как раз те вопросы, в которых вызвано было затруднение, мы их включили в, собственно, содержание. Мы это сделали целенаправленно в связи с тем, что у нас были члены жюри с разных кафедр, в том числе и Китайгородского образования, как наш работодатель. То есть мы, чтобы они видели, на каком уровне профессиональном у нас студенты обучаются, то есть какая компетенция у них все-таки формируется в ходе обучения по специальности начальное образование, начальное дошкольное образование, потому что мы только наше педобразование в нашем институте взяли, не все педобразование университета. И в связи с этим мы хотели акцентировать внимание на том, что все-таки в учебных в МКАД стоит на это тоже уделить внимание. Связано с образовательным ресурсом. То есть здесь студенты не должны были разрабатывать что-то новое, они могли воспользоваться своими разработками, которые они делали либо к своим занятиям, либо на практике они использовали при проведении урока или при проведении воспитательного мероприятия. Загружали файлы. Ну, здесь у нас участников было уже поменьше, те, кто принял участие в этом туре. И тематика была достаточно разнообразной. Хотя бы по названиям посмотрим. Кто-то предложил по конспекту урока информатики в начальной школе по форме предметов, по компьютерным играм, по алгоритмам. Кто-то предложил конспект, презентацию по уроку чтения, кто-то предложил презентацию по педагогике, по психологии кризис 7 лет. И вот Александра Чуркина представила сразу несколько ресурсов по разным темам. Да, и для работы с родителями, и для проведения неклассных мероприятий, например, вот Устилимская горка у нее. Нет. Нет, она сама там живет, она оттуда. Ну, в смысле, не побывала в тот момент. То есть фотографии непосредственно участников. ее участие. По итогам этого тура у нас отобралось 10 участников, которые вышли в следующий очный тур и принимали участие в игре «Что, где, когда». Вышел в этот тур, он набрал для себя команду. Команда состояла из 3 человек. Дополнительно к участнику, да, то есть всего 4 человека могли участвовать в этой форме. В форме олимпиады. Вот их, получается, что у нас были и зрители, и участники. И мы оценивали как раз командное взаимодействие в этом очном туре. Потому что очень сложно, 10 человек, но мы посчитали, что нет смысла с этими 10 работать полноценно дальше. Все-таки это, конечно, олимпиада. И раз мы говорим о педагогической составляющей, то это, в принципе, и взаимодействие, то есть это коммуникативное общение, которое должно быть. И они у нас были лидерами этих групп, то есть, конечно же, за
этап ответа, они принимали, скажем так, ответственность, тот результат, который они нам представляли. Но мы решили разработать «Что, где, когда» в Презе. Ну, достаточно, вы знаете, это динамичная презентация. Все туры у нас были скрыты. 3 тура. Естественно, на каждый этап ловится, бегает, как-то стрелками. Каждый этап был представлен своим образом, хотя вот эта известная заставочка, Мария Анатольевна уже говорила, что мы взяли за основу именно «Что, где, когда», на которой проводятся все эти. Вот вариант, так как это Олимпиада, мы решили использовать один из логотипов, естественно. Первый вопрос уже заранее мы уже приготовили, чтобы он был готов. Ну и, естественно, ответы здесь же мы на экране могли потом увидеть. 3 тура у нас было в этом этапе Олимпиады в игре «Что, где, когда». Команды писали свои ответы на листочках, передавали жюри. По прошествии времени на ответ 1 минута жюри отмечало правильные ответы и неправильные ответы. Мышка на своем По окончании вот этого большого второго тура подводились итоги, оценилось как командное взаимодействие, так и взаимодействие, собственно, с лидером. И после этого нами был проведен 3-й тур, это тур мастер-класса. Извините, пока найдется мышка, я буду говорить. Мастер-классы, которые предполагали работу с техническими аудиовизуальными средствами. Вот один, например, по росписи Мезенской на форме яиц показывала девочка при помощи документ камеры. Еще одна презентация, которая была обучающая звуком и буквам в 1 классе, не помню, извините, какой звук, это смарт-технология, то есть использование интерактивной доски. То есть мы говорим о том, что в принципе у нас Олимпиада по педагогике, но с использованием технических средств, то есть той компетенции, которую на протяжении всего периода обучения вот мы с Марией Анатольевной пытаемся через наши предметы формировать. Не хочет, да, работать с нами? Может быть, вот. Итоги нашей Олимпиады, в чем они, естественно, выражались, это у нас был последний звонок, но последние звонки получались и сертификаты, естественно, победителям были дипломы, грамоты. Для нас это был замечательный опыт в связи с тем, что всероссийские олимпиады по педагогике стали уже проводиться наконец-то, потому что мы очень ждали такого движения олимпиадного, потому что мало кто это делает. И второе, мы понимаем, что когда мы работаем в тандеме, то есть в взаимосвязи с другими педагогами, потому что так уж получилось, каждый из нас получился в одной узкой образовательной области и нет межпредметного общения. И здесь же как раз у нас появилась возможность увидеть, как можно взаимодействовать именно в олимпиадном движении у нас в университете, в частности в институте педагогики и психологии. Мы пока разбираются у нас с техникой, которые принимали участие, вы как-то поощряли, выставляли какие-то оценки? Вот, или просто они приняли участие? Сейчас есть такая процедура, как ОМКД. И так как это мы пробный вариант сделали Олимпиады, в МКД нигде у нас не прописано, что победители Олимпиады университетской, либо всероссийской, потому что я еще возила потом студентов на всероссийскую Олимпиаду, это тоже один из этапов отбора был. У нас не прописано, к сожалению, пока это. Вот мы стали перед фактом тем, что нам нужно, то есть получается, узаконить победителей, то, что они могут получить автоматом этот предмет, или если они являются победителем Всероссийской Олимпиады, то, естественно, засчитывается как государственный экзамен. Пока этого нет. Но мы в рамках своих предметов, тех, которые мы видим, естественно, мы облегчили процедуру получения зачета или экзамена до автомата. То есть для тех, кто вышел в десятку, именно в десятку, потому что там не только первый курс, не только 5-й курс, но и 2-й, 3-й. Как ни странно, у нас 3-й показал очень замечательный результат. Как бы они ответили на этот вопрос, обсуждали правильный ответ на вопрос, потом только ответ выводили на экран. То есть обучающий такой характер носило наше вот это мероприятие в очном формате. Вопросы? Спасибо большое. Спасибо вам. Мы можем потом ссылочку на нашу презентацию Прези на сайт самосбора кинуть, Илья Иванович, да? Да, конечно. Вам перешлем тогда? Спасибо. Спасибо большое.
интересный вопрос, который на сегодняшний день встает перед педагогами. Встает он с разных точек зрения. Это использование информационных систем в деятельности, в своей педагогической деятельности, ну и в том числе в управленческой деятельности. Сейчас мир наполняется, растет роль и значение информации, и поэтому появляется очень много различных информационных систем, и, в общем-то, педагогу необходимо ориентироваться во многих, будем говорить так, из них, и уметь работать. Ну вот здесь на слайдах, пока я говорю такую вступительную часть, напомню вам, чтобы потом в следующий раз не попасть в просак, как мы вчера, многие из вас попали, да? Некоторые определения будут, что такое система, что такое информационная система. Нас Алексей, да, ввел вчера в небольшой ступор своими вопросами. Итак, информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемая для обработки данных. Один из компонентов любой информационной системы – это некоторая база данных. И, в общем-то, в педагогической деятельности педагог можно классифицировать информационные системы, с которыми сталкивается педагог, ну, вот по 3 таким направлениям. Это информационно-контекстные системы, автоматизированные системы управления и системы тестирования. И я попросил из программы открыть вот файлик, чтобы вы могли некоторые информационные системы, то есть напротив, в программе конференции на сайте нашей конференции, напротив, ну, за моей темой выступления спрятана ссылочка, как вчера Илья Иванович. По этой ссылочке можно открыть, чтобы вы могли посмотреть некоторые информационные системы, о которых я буду говорить, и в частности информационно-контекстные системы. В общем-то, коротко остановлюсь на всех 3 системах. Что такое контентные информационные системы? Ну, это те системы, где есть некоторый контент, и которые учителя используют в своей педагогической деятельности. Кто-нибудь из вас использует такие системы? Значит, позволяют эти системы способствовать повышению, ну, например, Я-класс. Кто-нибудь использует Я-класс? Нет, да? Ну ладно. Значит, они помогают повышают качество образовательного процесса, сокращают иногда время учителя на подготовку к урокам. И, в общем-то, эти системы требуют новых подходов уже к образованию. Вот некоторые примеры этих систем. 1С образование известное, она на дисках в основном шла, КМ-школа. И я хотел бы заострить ваше внимание, ну, наверное, единые цифровые образовательные среду вы знаете, в ЦИОР и School Collection. Тоже можно рассматривать как некоторые информационные системы. Я хотел обратить ваше внимание на 3 последних. У нас сейчас работает ведомственная целевая программа «Российская электронная школа». В рамках этой программы, в рамках поручения президента разработана как раз российская электронная школа РЭШ. И в ноябре-декабре месяце ряд учреждений Республики Коми проводила апробацию на 5 классах в этой системе. К сожалению, вот в том файле, который есть, там есть и ссылка, там есть и логин, и пароль для входа, но после апробации эта система закрылась. Честно говоря, президент же дал поручение, чтобы эта система была бесплатная. И вот у меня здесь возникают, например, сомнения, что тогда делать КМ-школе, предположим, то есть другим таким платным системам. То есть очень интересный контент. Никто не участвовал в апробации? Участвовали, да? Вот. Очень интересный контент, то есть видеозаписи уроков там лучших учителей, вся методическая поддержка учителю, дидактические раздаточные материалы и так далее, она содержит. Следующий проект «Мобильное электронное образование». В том файле ссылочка тоже есть. Ссылочка тоже есть. Вы можете пройти, и я рекомендую, если еще ее не закрыли. Но вчера вечером, вернее сегодня утром, она еще была открыта, я заходил.
Зайдите, посмотрите, там по всем предметам тоже есть подборки уроков, видеоматериалы. Вот посмотрите практически по всем предметам. Если в российской электронной школе мы опробировали только 5 классы, то здесь весь контент по всем классам. Но эта система будет, она платная, эта система. Поэтому еще 2 системы. Известная система МООК, да? Массовые онлайн открытые курсы. Ну, как-то, например, вчера говорили об Академии Хана, например, да, еще ряд есть систем. Но сейчас в связи с санкциями, например, для Республики Крым некоторые серверы закрыли доступ к этим системам. И будем говорить, противовес этой системе сейчас разрабатывается российская система МИОК. Массовые интерактивные открытые курсы. Много курсов сделано по информатике, по иностранному языку, и ссылочки вот там на сайте тоже можно будет посмотреть. То есть вот эти системы развиваются, и они входят и будут входить, скорее всего, в нашу жизнь, и учителю здесь уже надо будет, наверное, и как-то менять формы, может быть, даже методика обучения будет меняться. Следующий блок информационных систем — это система управления. И учитель сейчас, в том числе учитель Республики Коми, вплотную сталкивается с этой системой. Ну, это оперативный сбор, учет, анализ информации. Примером этой системы в данном случае у нас есть ряд систем, а уже та, которая внедрена у нас в Республике Коми, это ГИС электронное образование, которое построено на основе вот NetSchool, сетевой город образования. То есть это ведение электронного дневника, ведение электронного журнала. Более того, сейчас еще плюс к школьному модулю, дабы выполнить, ну, чтобы повысить отчетность, вся отчетность будет собираться через эту систему, через ГИСЭО. Значит, все учреждения заводятся в систему как 2 учреждения. Как школа, ну, практически во всех учреждениях у нас есть дополнительное образование, и поэтому учреждения вводятся как школа и как плюс еще учреждение дополнительного образования. Те кружки, там, секции, которые идут по лицензии как дополнительное образование, они будут идти через модуль доп. Образования. А это значит, практически все учителя, педагоги, работники профессиональных образовательных организаций будут в этом задействованы. Ну и система тестирования. Может быть, я здесь не все системы тестирования перечислил. То есть ряд систем тестирования, в которых учителя тоже должны работать. И, естественно, возникает вопрос, что нужна специальная, наверное, подготовка, возможно. Сейчас есть и учителя уже пожилого возраста, которые трудно ориентируются в системах, особенно в дошкольных образовательных организациях, в системе дополнительного образования, в системе профессионального образования. Мы проводили обучение по работе в государственной информационной системе «Колледж культуры». Ну вот они попросили вместо компьютеров поставить им пианино. Вот, то есть очень, конечно, у них с ИКТ-компетентностью было очень напряженно. Ну и сейчас это, может быть, учителя не касается, но вот система ГИСЭО, будем говорить так, связана с федеральными системами, в частности, единая электронная очередь, дошкольное образовательное учреждение и система контингент. Мы ее явно не заполняем, но вся информация выгружается из той системы, с которой вы сейчас работаете. То есть все оценки, успеваемость учеников выгружается в эту систему из системы как раз ГИС электронное образование. Ну вот как-то так.